Информационная служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. При оформлении ОСАГО автовладельцев обязывают дополнительно страховать и жизнь. Только в новом году в антимонопольную службу поступило более 20 жалоб. О вечно актуальных проблемах автовладельцев и страховых компаний в материале Раи Дзантиевой и Артема Балатаева. Первое всероссийское совещание «Инновационная политика России и развития регионов» прошло в Сколково. В мероприятии принял участие министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Участники встречи обсудили развитие инновационных технологий в регионах страны. Особенно выделили развитие IT-сферы в Северной Осетии. Для школьников Владикавказа прошла презентация альманаха «Хочу все знать». Новый выпуск энциклопедии вышел тиражом 10 тысяч экземпляров. Презентация книги приурочена к десятилетию компании «Русгидро». Эти и другие новости далее подробно. Во Владикавказе прошел круглый стол в связи с незаконным навязыванием страховыми компаниями дополнительных платных услуг клиентам. Таким образом, при оформлении ОСАГО автовладельцев обязывают дополнительно страховать и жизнь. Если человек отказывается от данного вида страховки, его просят написать заявление об отказе, которое может рассматриваться неопределенное количество времени. Представители Общероссийского народного фронта провели мониторинг и обнаружили целый спектр нарушений. Например, многие страховщики не выплачивают предназначенные скидки автовладельцам, несмотря на то, что сама компания рекламирует их. К нам поступают жалобы от жителей о том, что при оформлении ОСАГО людей обязывают доплачивать еще определенные выплаты за страховку жизни. Наша задача основная — снять эту проблему. Мы не собираемся, это не суд, это обычная встреча, на которой мы должны разобраться, в чем проблемы. И если, допустим, существуют у страховых компаний проблемы непреодолимые для них, то, возможно, Народный фронт готов их поддержать или помочь. Только в новом году поступило более 20 жалоб на страховые службы. Антимонопольная служба, в свою очередь, уже направила предупреждение и предписание Росгосстраху, доказав незаконные действия компании. На встрече присутствовали автовладельцы, представители Общественного народного фронта, Роспотребнадзора, антимонопольной службы и госавтоинспекции. Однако сами страховщики по каким-то причинам не явились. Участники круглого стола также подчеркнули, что автовладельцы вынуждены искать более выгодные расценки на страхование автотранспорта в соседних республиках. Рая Дзантиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Уже несколько месяцев у республиканских автовладельцев возникают проблемы с оформлением страховки. К нам в редакцию обратился гражданин и попросил разобраться в ситуации. По его словам, сотрудники страховых компаний отказываются выдавать ему полис ОСАГО без оплаты страхования жизни. Попытаемся разобраться, так ли это. Наша съемочная группа посетила ряд страховых компаний, и практически в каждой из них нам давали один и тот же ответ. Так, 5136 будет у нее, допустим, как она делает. 5136, да. Так, 1742 на 7,8. А почему так много? Она жизнь страхует и неограниченную страховку. Жизнь? Несчастный случай. Это обязательно? Просто, это очень все дорого. мы знаем, что это добровольно, но не знаю. Она так пишет, То есть можно ни жизнь не страховать, или надо? Ну, она добровольная, но все компании сейчас страхуют вместе с жизнью. И без этого не делают, да? Без этого. На официальном сайте Владикавказского Росгосстраха в поисках контактного номера мы наткнулись на множество недовольных комментариев. Пришел к ним и обратился напрямую к замначальника Росгосстраха с вопросом: страхование жизни — это добровольно или принудительно? Мне сказали, конечно, добровольно. Тогда сказал я: сделайте мне ОСАГО без всяких дополнений страхования жизни. Мне сказали просто нет. Либо с ним, либо никак. Примите меры, потому что каждому продавать полисы по 4,5 тысяч рублей на все марки машин, но ни в какие рамки просто. Мы решили обратиться за консультацией в Федеральный контактный центр. Сотрудник, который работает с вами, более детально изучил ситуацию, он является квалифицированным, компетентным специалистом. Его предложение означает, что при таком варианте страхования мы сможем обеспечить для вас максимальную комплексную защиту. Информацию об обязательном заключении договора от несчастного случая вы сможете уточнить исключительно в офисе продаж. Нет, просто страхование жизни, оно... Данную информацию предоставить не может.
На все последующие расспросы по поводу оформления ОСАГО без страхования жизни нас отправляли в офис регионального отделения. Мы решили обратиться в Роспотребнадзор за консультацией. Я посоветую всем, кто к вам обращается и к нам будет обращаться, в первую очередь обратиться к руководителю данной страховой компании. Или в устной форме, если у него получится, или в письменной форме написать на имя руководителя с просьбой разъяснить ситуацию. Если в течение 10 дней не отвечают на, так сказать, письменный запрос, то можно обратиться уже к нам. Пойдем, проверим, и если, так сказать, это имеет место, то мы применим какие-то санкции. Административное наказание, по крайней мере, будет. В сухом остатке, если вы хотите оформить полис ОСАГО на свою машину без страхования жизни, вы имеете на это полное право. Полисы в страховых компаниях имеются в необходимом количестве. Если же агент отказывается страховать вас, то ваши права нарушают. Вы можете обратиться в Федеральную антимонопольную службу Роспотребнадзор и потребовать признания договора недействительным, как следствие подать иск в суд. Но если вы не хотите тратить свое время, деньги и нервы, учите законы Российской Федерации и знайте свои права. Артем Балатаев, Алла Венедиктова, Фатима Дзиваева, Осетия ТВ. Мы перед будущим в ответе, наши будущие дети. Во Владикавказе прошла презентация социального проекта, направленного на объединение народов. Вот уже 8 лет Организация объединения многодетных семей России успешно реализует подобные программы. На этот раз проект включает в себя несколько направленностей. Это формирование толерантности, развитие межнациональных отношений и возрождение древней традиции куначества. Программа станет маленьким камнем в большой башне дружбы народов. Наша организация работает уже 8-й год. За такой короткий срок мы реализовали 5 президентских грантов. Мы работаем с Москвой, с Национальным благотворительным фондом. Из этих 5 проектов, 2 проекта социально значимые, они все социально значимые, но 2 проекта региональные проекты. Первый проект у нас региональный «Возьмемся за руки, друзья», и второй год сейчас будем реализовать. Сейчас будет проходить презентация этого проекта. Альбина Дзублаева является председателем регионального отделения объединения многодетных семей России уже 7 лет. Она не только успешный лидер и пример для подражания, но и мать 9 детей. Самая основная работа – это быть мамой, говорит Альбина. Ну, я многодетная мама, я уже бабушка, дважды бабушка, воспитываю 9 детей. Быть многодетной мамой – это большое счастье, это Божье благословение. Я думаю, что без детей как-то наша жизнь в серых тонах бывает. А дети помогают нам жить, дают нам силы. Я думаю, что не всякая женщина быть готова многодетной мамой, потому что это огромный труд. Презентация и праздничный концерт объединились в одну программу. Тинатин Музашвили, Тома Валиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Кризис задает новую систему координат, перенаправляя крупных игроков инновационного и стартап-рынка с внешних ориентиров на внутренние точки приложения силы. И Кавказ в этом смысле имеет все необходимые условия, чтобы стать испытательным полигоном для новых технологий. Первое всероссийское совещание «Инновационная политика России и развитие регионов» прошло в Сколково. В мероприятии принял участие министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. В рамках встречи обсудили развитие инновационных технологий в регионах страны, в частности в Северной Осетии. По словам министра, на базе бизнес-инкубатора был создан IT-парк «Алания», который осуществляет свою деятельность в части разработки программного обеспечения. Это является как раз инфраструктурным объектом, который в рамках этой концепции был реализован. На сегодняшний день там уже существует жизнь. Главный источник – это постоянный образовательный процесс, это резиденты, которые там располагаются, развивают свои проекты. Часть из этих проектов уже успешно достаточно внедряется на территории республики, имеют потенциал развития и масштабирования на другие регионы. Помимо этого, Лев Кузнецов отметил, что в нашей республике заложен серьезный фундамент для развития программ импортозамещения на базе новых технологий. В качестве примера министр привел компанию «Фатагро», которая обеспечивает выращивание безвирусного исходного материала картофеля круглый год. Есть пример у нас в Северной Осетии такое предприятие «Фатагро».
они исторически занимаются именно разведением семенного картофеля. И это люди вкладывают собственные деньги, построили лаборатории. Им, что хорошо, сегодня власти выделили специальные поля в горах, потому что это нужно в технологии. И вот задача как раз в тренде той программы, которая принята у нас, актуализирована по развитию АПК, именно поддержать это предприятие. Наша республика – единственная площадка по выращиванию элитных сортов картофеля. Уже сейчас сельхозпредприятия России могут закупить для посева экологически чистый картофель, который принесет в несколько сотен раз больше урожая. Министр убежден, что развитие инновационных технологий поможет реализовать программы по импортозамещению в экономике, в которых сегодня нуждается наша страна. Сабина Алборова, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Книга, которая хранит ключи к тайнам природы. Для школьников Владикавказа прошла презентация альманаха «Хочу все знать». Новый выпуск энциклопедии вышел тиражом 10 тысяч экземпляров к десятилетию компании «Росгидро». Впервые он увидел свет в 1957-м и с постоянным успехом выходил ежегодно в течение 33 лет. Альманах пользовался большой популярностью среди читателей старшего поколения. Сегодня он дарит знания подрастающим умникам и умницам. Наша компания продолжает огромное внимание уделять социальным вопросам, детству. И один из таких серьезных факторов в нашей благотворительной и социальной программе это является, скажем так, уже сегодня мы думаем о завтрашнем дне, о том, кто придет работать на нашей гидроэлектростанции, и, собственно, прививаем, скажем, любовь к инженерным профессиям. Еще одним подарком для детей стал необычный сборник стихов «Речка, речка, где твой дом?». В книге рассказывают о волшебных реках страны, в том числе и о бурном Тереке. Презентация книги прошла в веселой обстановке. Персонажи мультфильмов порадовали ребят интерактивными играми и загадками, а в конце праздника все получили в подарок заветные издания. Ведь книга – это будущее в руках каждого ребенка. Фатима Дзываева, Тинатин Музашвили, Олег Рамонов, Осетия ТВ.